на, к примеру, на основную образовательную программу. Мы имеем наши требования СанПина, да, и, безусловно, локальные акты и устав образовательной организации. Вот эти основные нормативные правовые основы, которые сегодня позволяют нам разрабатывать, да, основную образовательную программу дошкольного образования. Ну и, безусловно, закон, который сегодня говорит нам о том, что разработка основной образовательной программы относится к компетенции образовательной организации. Значит, очень важно рассмотреть понятие, которое представлено в статье 2 пункта 9. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, что образовательная программа имеет комплексный сегодня подход на сегодняшний день, да? Что такое? Имеет определенные характеристики. Что относится к определенным характеристикам? Это прежде всего объем, да, мы говорим. Что такое объем, коллеги? Объем – это тот набор, наверное, да, определенных образовательных задач, которые в соответствии с временными положениями могут укладываться в тот или иной возрастной период. Да, вот что такое объем. Это содержание, соответственно, само по себе. А что такое содержание? Содержание – это все образовательные процессы, которые происходят сегодня, да, в детском саду. Это и планируемые результаты. Что такое планируемые результаты? Да? То есть это результаты, которые сегодня не просто придуманы нами, они сегодня рассматриваются с точки зрения достижения этих результатов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Что же еще входит в программу и в этот комплекс? Прежде всего, это набор определенных организационно-педагогических условий, и самое главное из этих условий являются психолого-педагогические условия, да, которые также закрепляются в программе основной образовательной и рассматриваются, да, уже с точки зрения их реализации. Безусловно, они регулируются, то есть те условия, которые сегодня создает образовательная организация, они регулируются законом, да, и, соответственно, рассматриваются уже как обязательные к исполнению. Далее, что же еще входит в комплекс понятия основной образовательной программы? Это форма аттестации. Согласно закону об образовании у нас отсутствует с вами форма аттестации. Да? И поэтому, естественно, составляющая проверочных, оценочных, контрольных каких-то измерителей по сущности у нас с вами отсутствует. Поэтому вот закон сегодня четко распределяет, дает нам понятие образовательная программа, и мы, соответственно, на него серьезно опираемся. Далее, что же говорит нам ГОС с точки зрения определения основной образовательной программы? Ну, это уже ближе, да, к тем задачам, которые выполняет образовательная организация в соответствии с уставом и своей основной образовательной деятельностью. Да? Значит, ВГОС нам дает такое определение, что образовательная программа – это программа психолого-педагогической поддержки, позитивной, да, социализации, индивидуализации, развития личности, которая определяет комплекс основных характеристик, вот те, которые мы разобрали в соответствии со статьей закона. Да? Значит, ВГОС определяет нам все-таки области содержания дошкольного образования, что очень важно для нас, потому что сегодня действительно очень сложно определить объемы содержания дошкольного образования, очень сложно определить возрастные границы содержания, да, дошкольного образования и так далее. Поэтому в этом определении очень четко мы улавливаем задачи. Да? То есть это создание психолого-педагогических условий поддержки, прежде всего, да, для позитивной социализации, индивидуализации и развития личности детей дошкольного возраста. То есть сегодня, да, именно программа работает на выполнение и решение этих задач. Так определяет нам основные цели и задачи ВГОС. Поэтому здесь очень важный момент, да, о том, когда мы задумываемся, да, и стараемся либо внести коррективы в свою программу, да, либо изменить какие-то области и внести изменения в содержание именно, да, основной образовательной программы, мы должны опираться именно вот на эту составляющую. А насколько наши изменения будут влиять на именно улучшение, да, позитивной социализации, индивидуализации, на улучшение психолого-педагогических условий, то есть все изменения вводятся в основную образовательную программу в связи с улучшением состояния деятельности.
Это тоже очень важный момент, на который нам необходимо обращать внимание. Далее, для чего же, в соответствии с тем, что закон очень четко определил функции, да, основной образовательной программы дошкольного образования, все-таки, да, какие функции существуют у основной образовательной программы? Ну, прежде всего, основная образовательная программа – это проводник, что ли, да, основных направлений, положений, методологии федерального государственного образовательного стандарта и примерной программы. Вот сегодня мы эту функцию очень четко должны понимать, что программа, она действительно и гарант, с одной стороны, как мы уже с вами разбирали, да, а с другой стороны, такой проводник задач федерального государственного образовательного стандарта и примерной программы. Это вот основная, наверное, функция. Да? И поэтому не только структура сегодня должна соответствовать основной образовательной программе, но и содержание. Мы не можем упустить ни одного направления, которое у нас определяет нам федеральный государственный образовательный стандарт. Далее, программа сегодня раскрывает содержание, принципы организации, методы, приемы, формы, порядок организации совместной партнерской деятельности взрослых и детей. Вот подчеркиваю этот пункт, потому что сегодня зачастую, когда первично мы раскрывали и разрабатывали программы, да, то есть ограничивались только лишь содержанием, в крайнем случае принципами. Сегодня мы говорим о серьезном комплексе, включая туда комплекс, да, педагогических техник, которые сегодня раскрывают, как необходимо рассматривать и организовывать совместную деятельность, сотрудничество с ребенком, какие для этого существуют формы, приемы и методы работы. И вот из этого пункта мы можем рассмотреть уже, насколько и какая может быть образовательная модель, да? То есть модель образовательного процесса. Не описывая глубоко, наверное, или понятно хотя бы, да, вот этот раздел, этот комплекс, нам очень сложно потом рассмотреть, а какая же все-таки модель образовательного процесса в детском саду. И когда мы не можем ее рассмотреть и установить, то автоматически получается, что у нас традиционная модель образовательного процесса в виде 3 занятий, да, которые происходят на протяжении определенного времени. Но мы должны понимать, что основная образовательная программа реализуется на протяжении всего дня, за исключением дневного сна. Следовательно, образовательные задачи решаются в течение всего дня пребывания ребенка в детском саду, да, за исключением дневного сна. Таким образом, и содержание, методы, приемы, формы и порядок организации совместности с ребенком, да, должны быть очень четко представлены в программе. Далее, следующий момент – это гибкий подход и вариативность. Сегодня нам и закон об образовании, и федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования говорит нам о том, что у нас нет жестко заданных регламентов. Да? И компетенции образовательной организации, что такое компетенция образовательной организации по разработке основной образовательной программы? Это все то, что накоплено уже в детском саду. И, безусловно, основная образовательная программа, она не строится как изолированно автономная, как документ, который сегодня оторван от деятельности детского сада. Поэтому, безусловно, она имеет и может иметь и гибкий подход, а особенно вариативность содержания, что очень важно, кстати, для вариативности, потому что сегодня стандарт регулирует, да, вот эти образовательные отношения, дает нам рамку определенного рода содержания, но вариативность и гибкость остается в компетенции образовательной организации. Далее, и безусловно, программа должна иметь возможность для определенной коррекции, да, потому что понятно, что где-то мы выбираем парциальную программу, которая иногда нас бывает, может быть, в течение некоторых периода лет она нас не устраивает, да, мы можем ее заменить, тем самым улучшить или скорректировать на улучшение те или иные блоки содержания, те или иные блоки форм организации, методов и приемов. То есть вот основные назначения программы, и они очень важны для нас, мы должны на них тоже опираться. Следующее. Мы переходим к структуре основной образовательной программы. Структура у нас традиционная, она прописана в ГОСе. Все программы строго должны соответствовать этой структуре.
Мы не должны отклоняться от этой структуры ни, ни вправо, ни влево. Значит, у нас с вами 3 больших раздела. Причем, если у нас 2 части основной образовательной программы, это часть обязательная, да, про которую мы чуть позже скажем, и есть часть, формируемая участниками образовательных отношений. Да. Причем и часть обязательная, и часть, формируемая участниками образовательных отношений, там, где мы все-таки вводим некоторые дополнения, да, она также имеет ту же самую структуру. Да, то есть и в части целей, в части содержания, и в части организации. Поэтому об этом не надо забывать. Иногда часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена очень скудно, иногда никак не представлена. Это говорит о том, что участники образовательных отношений договорились выполнять только обязательную часть. Да? Ну, не думаю, что каждый детский сад не имеет какие-то свои особенности. Да? То есть даже комплектование групп уже указывает на определенные особенности организации деятельности в этом детском саду. А следовательно, часть, формируемая участниками образовательных отношений, как часть вариативная, наверное, каким-то образом может быть представлена. Далее, что входит в целевой раздел? Это пояснительная записка, планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Ну, традиционно мы все понимаем, да, что в этом разделе предполагается цель задачи. Очень важно, и, кстати, в этом же разделе мы уточняем все-таки функцию и назначение основной образовательной программы, да? Поясняем особенности функционирования детского сада, да? Комплектования детского сада. То есть в чем особенности? Чтобы с пояснительной записки было сразу понятно, да, какие особенности функционирования, развития или там, организации деятельности этого детского сада. Далее, содержательный раздел. Самый большой раздел, самый сложный. Он представлен здесь желтым цветом. Обратите внимание, да, что он в себя обязательно включает. Он включает в себя линию представления в программе образовательной деятельности в соответствии с 5 образовательными областями. Да? Очень часто типичная ошибка в чем заключается у разработчиков, и в свои программы вы тоже можете приехать заглянуть, очень часто переписываются разделы, да, например, из той комплексной программы, которую вы выбираете. Это такая типичная немного ошибка. Почему? Потому что мы очень четко должны себе отдавать отчет. Вот организация у нас работает там, 12 часов, да? Мы 2 часа исключаем, 10 часов ребенок пребывает в детском саду. Можем ли мы полный объем комплексной программы, если мы ее выбираем, да, то мы ее вкладываем в нашу основную образовательную программу, можем ли мы полный объем основной образовательной программы сегодня, да, реализовать за этот период времени? Если же организация работает еще меньше, да, то, соответственно, еще больше вопросов появляется. В связи с этим, конечно, мы оставляем, безусловно, обязательно это 5 образовательных областей. А вот как строится процесс образовательной деятельности по реализации содержания, да, это прописывается уже конкретно в программе с учетом тех выбранных программ в виде комплекса, да, или тех или вариативных программ, которые еще дополнительно детским садом выбираются, или своих авторских программ, в части формируемой участников образовательных отношений. Далее, что себя включает? Это описание вот, вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. И далее это линия по описанию профессиональной деятельности и коррекции нарушений в развитии детей. Ну, это для тех, у кого есть группы комбинированной, компенсирующей направленности. Или, например, инклюзивное образование. С точки зрения инклюзивного образования мы должны понимать, что ребенок входит, да, в ту среду образовательную, которая ему предлагается и предлагается для всех детей, для всех участников образовательных отношений. И, соответственно, каким-то образом там может быть построен индивидуальный маршрут. Да? Но программа для инклюзии, она остается такой же, потому что ребенок вводится в эту образовательную среду, он социализируется, он наряду со всеми детьми осваивает содержание основной образовательной программы. А вот индивидуальный образовательный маршрут мы, в принципе, можем по необходимости, по согласованию с родителями, как бы выстроить ребенка. Ну и организационный раздел, понятно, что это определенные моменты организации, да, это распорядок, режим дня,
Сюда же входят определенные особенности традиционных праздников, мероприятий и, конечно же, организация предметно-пространственно развивающей среды. Вот такая традиционная структура. Еще раз повторяю, что структура должна быть сохранена, потому что это линия требований федерального государственного образовательного стандарта. Итак, целевой раздел программы включает цели, задачи, принципы, результаты освоения основной образовательной программы в виде целевых ориентиров, в зависимости какой возраст, да, комплектуется в детском саду на этапе завершения программы. Еще хочу здесь отметить, что планируемые результаты прописываются, очень часто тоже типично педагоги прописывают планируемые результаты в своей основной образовательной программе уже по выпуску детей, то есть на 7-м году жизни. Здесь надо отметить, что какой возраст комплектуется в детском саду, да, то есть планируемые результаты или целевые ориентиры прописываются на каждый возраст. Если же, неважно, малокомплектный детский сад со смешанными группами, это совершенно не важно. Если у вас хоть один ребенок есть определенного возраста, да, то есть, например, раннего возраста, младшего возраста, ну и так далее, да, то, соответственно, планируемые результаты прописываются на каждый возраст, в контексте которого комплектуются группы или смешанные группы. Если у вас один ребенок выпускник, один ребенок раннего возраста, да, один ребенок младшего возраста, в пояснительной записке пишутся особенности комплектования разных групп, и, соответственно, все целевые планируемые результаты в виде целевых ориентиров также прописываются. Это очень важный момент, потому что именно достижение, да, планируемых результатов целевых ориентиров является, ну, так сказать, моментом, да, для вот оценки качества детей. И, возможно, какого-то определенного рода, ну, не знаю, там, мониторинга хотя бы, да, связанный с профессиональной деятельностью педагога. Дальше. Очень важно обратить внимание все-таки на цели и задачи. Очень часто тоже типичная ошибка является переписывание целей и задач с комплексной программы, которая выбирается, да, или вообще с самого ВГОСа. Очень часто переписываются эти задачи. Хотелось бы подчеркнуть, что еще раз, что основная образовательная организация это программа организации, поэтому цели и задачи должны очень четко быть скоррелированы, да, сконцентрированы на тех возможностях образовательной организации, в которой будет реализовываться эта программа. То есть если у вас, ну, будем так говорить, условия ограничены, да, то есть программа ведь реализуется в определенных условиях, если у вас условия все-таки какой-то частью ограничены, а в целях и задачах мы пишем полноту условий, то, конечно, несоответствие выполнения и достижения этих целей и задач, оно налицо. Понимаете, да, меня? То есть тут вот есть определенные сложности. В связи с этим очень важно все-таки обратиться к конструированию целей и задач в соответствии с теми условиями, которые присутствуют в детском саду. Иначе эти цели и задачи не будут достигаться, соответственно, значит, программа не будет выполняться. Это вот очень важный момент, связанный с проектированием целевого раздела. Он так и называется целевой, потому что цель, она достигается. Если цель не достигается, значит, где-то были проблемы, был сбой, соответственно, гарант качества уже начинает ставиться под сомнение. Далее, нужно понимать, вот тоже у нас очень много понятий здесь, да, что целевые ориентиры, безусловно, они представлены федеральным государственным образовательным стандартом, да, как обязательные к их достижению. Вот. И они же могут выступать планируемыми результатами. Но это не значит, что мы в чистом виде, без каких-то дополнений, да, без расшифровки, без конкретизации, можем просто списать целевые ориентиры с нашего стандарта и вот так вот в чистом виде поставить. Я думаю, что любой разработчик основной образовательной программы, опять же опираясь на цели, задачи, условия и комплектование, да, а также на какие-то особенности, традиции, может быть, да, своего детского сада, будет корректировать, не корректировать, а конкретизировать вот эти результаты. Какие-то, возможно,
целевые ориентиры как обязательные к выполнению, да, необходимо действительно конкретизировать, чтобы они были понятны всем, в том числе и родителям. Да? То есть, почему? Потому что действительно мы должны понимать, а достигаются ли сегодня основной образовательной программой вот эти целевые ориентиры, или не достигаются. И очень важный это компонент, потому что именно он сегодня обеспечивает и гарантию выполнения государственного образовательного стандарта, именно он обеспечивает качество образования. Это очень важный как бы, пункт, что ли, да? Дальше, вот тут, вот видите, могут быть конкретизированы. Вот то, что мне хотелось еще рассмотреть. Так, в соответствии с теми условиями, которые... А вот, например, если мы поставили, да, смотрите, если вы поставили определенные цели, задачи, целевые ориентиры, да, а условия у нас, ну, к сожалению, вот таких вот, ну, не всегда у нас есть какие-то условия к выполнению, да, бывает у нас такое, что есть такой дисбаланс, то, соответственно, тогда законный вопрос руководителю, а что вы сделали для того, чтобы восполнить эти условия? Да? Потому что если мы поставили цель, задачи и сконкретизировали планируемые результаты, а условия не создали для этого, тогда возникает вопрос. Ну, предположим, очень простой пример, когда у нас обычно, что лежит в поле реализации основной образовательной программы? Это профессиональная компетентность педагогических кадров. Да? Предположим, если кадры у вас, простите, не обучены были в течение 5, 6, 7 лет, да, часть педагогической, ну, к примеру, да, и целевые ориентиры не всегда достигаются, то здесь уже вопрос к руководителю. Какие условия вы создали для того, чтобы повысить профессиональную компетентность своих педагогических кадров? Вот, ну, к примеру, да, вот такой вот вариант нужен. Далее. Соответственно, то есть, если мы говорим о планируемых результатах и о целеполагании вообще основной образовательной программы, да, то тогда мы говорим о том, какая система оценки качества может выступать в рамках вот, как бы, оценивания реализации основной образовательной программы и ее качества реализации. Да? Ну, во-первых, у нас есть возможность, да, оценки индивидуального развития ребенка, но только с точки зрения, да, корректировки профессиональной деятельности педагога. И только педагог может рассматривать индивидуальное развитие детей с точки зрения своего профессионального роста и оказывать ему психолого-педагогическую поддержку и помощь. Вот, к сожалению, этот пункт как-то у нас очень выпадает из основных образовательных программ вообще. То есть, когда мы говорим о целевых ориентирах и о планируемых результатах, мы должны понимать, а как отслеживание это вообще идет. Да? Ведь вопрос качества, он остается открытым. Ведь мы не просто говорим, что знает и умеет ребенок сегодня из программы, а мы говорим о том, как достигаются целевые ориентиры, с помощью чего они достигаются. Как педагог сегодня с этим работает, этот блок вообще выпадает из основной образовательной программы. А это компетенция образовательной организации. Только образовательная организация может простроить эту оценку внутреннюю. Да? Далее, у нас есть внутренняя оценка. Она может быть разной. Тоже она относится к компетенции самой образовательной организации, но в том числе она может быть направлена и на улучшение состояния профессионального уровня педагога, да? Но забота построить внутреннюю оценку в том числе, то есть цепочка очень понятна, вот основная образовательная программа, вот педагог, который ее реализует, как он ее реализует, вот качество ее реализации. Да? Соответственно, да, эта цепочка понятна. И задача управления, безусловно, создать определенную систему внутреннего характера. Не просто отдать на откуп, давайте проводите диагностику, давайте там проводите мониторинг. Это сегодня лишь просто какой-то стат, да? Стат данных. Что мы с этим будем делать? Зачем он нам нужен? Нам сегодня очень важно рассмотреть все-таки, как педагог видит индивидуальное развитие детей и помогает детям достигать вот этих, да, планируемых результатов. Какую коррекционную, поддерживающую работу он проводит, индивидуальную линию ведет. Вот как он это ведет, да? Внутренняя оценка
и самооценка собственной деятельности. Вот что должно рассматриваться на педсоветах, по большому счету. И внешняя оценка, да, когда мы все-таки обсуждаем, выводим на публичность какие-то свои профессиональные модели, своей образовательной деятельности. Вот то, что касается вообще планируемых результатов и целевого раздела. Далее, самый сложный раздел, самый большой раздел – это содержательный раздел. Ну, понятно, что он достаточно объемен в какой-то части, да. Задано нам 5 образовательных областей. Какое определение мы можем, то есть какие точки мы можем забрать в разработке содержательного раздела? Ну, понятно, что нам даны 5 образовательных областей. Я хочу сказать по образовательной области еще некоторый момент, да? Вот он такого характера. Смотрите, все наши 5 образовательных областей, если мы их внимательно прочитаем, да, они все интегрированы между собой. Они уже внутри интегрированы, то есть содержание уже интегрировано. Да? Например, социально-коммуникативно. Понятно, что социальный контекст нельзя обеспечить без коммуникации. Согласны? То есть нельзя разбирать ситуацию, ну, не выстраивая общение. Да? Это было бы как бы абсурдно. Дальше. Познавательное развитие никак не может проходить без социально-коммуникативного. Согласитесь, да? Потому что любое познание – это линия социализации, это линия коммуникации и так далее. И все остальные разделы, если мы их проанализируем, они все сами по себе уже интегративны. То есть таким образом мы предполагаем, что содержание, которое закладывается, да, оно имеет интегративный характер. Это можно даже не разбирать, не прописывать, оно автоматически здесь уже закреплено. Нам в ГОС уже дал это определение. И это для нас очень хорошо. Дальше. В линии содержания, да, обязательно должна прослеживаться линия организации видов деятельности ребенка. То же самое уже ГОС нам определил, какие виды деятельности являются в приоритете, и они должны быть обязательно простроены в течение дня ребенка. В течение дня, да, ребенок у нас играет, общается, познает что-то, да, занимается музыкальной, продуктивной и двигательной деятельностью. Вот в течение дня, да, содержание должно закладываться так, чтобы обеспечить ребенку эти виды деятельности. Далее. И, естественно, это разные формы активности. Разные формы активности мы обеспечиваем через определенные формы реализации содержания, да, через само содержание, возможно, и так далее. Например, творческая мастерская там, по созданию изделий там, ручного труда. Да? То есть, пожалуйста, и форма, и содержание уже заложены здесь. Дальше. То есть вот эти вот такие пиковые точки, да, мы должны очень четко понимать, что содержание интегративное, значит, оно закладывает уже разные виды детской деятельности, обеспечивает, неправильно сказала, обеспечивает разные виды детской деятельности и предполагает разные формы активности ребенка в этих видах деятельности. Далее. Из чего состоит содержательный раздел? Первое, это вот то, что мы сейчас проговорили про 5 образовательных областей. Но здесь очень важно понять, что все-таки опора на представление содержания, да, у нас, то есть учет так называемый, у нас вытекает из примерной программы, да, прежде всего она на первом месте у нас стоит. Она у нас на первом месте стоит. Значит, далее, на втором месте у нас стоит та образовательная программа, комплексная, либо парциальная, да, то есть как мы учитываем содержание образования. На третьем месте у нас стоит собственные разработки и собственные какие-то пособия, и собственный какой-то авторский подход в содержании. Да? То есть те программы, которые возможно есть в детском саду, как авторские, как опыт работы, да? Как технология, которая, в общем-то, практикуется и принята уже в контексте всей деятельности детского сада. Это было бы вообще изумительно, потому что сегодня мы не имеем серьезной вариативности вообще, ни по содержанию, ни по формам. Это не очень для нас хорошо. Далее, вот момент, который очень важно
учитывать, да, то есть откуда мы берем содержание? Мы берем содержание из примерной программы, это первично, мы смотрим на примерную программу, потому что уже примерная программа нам трактует содержание от федерального государственного образовательного стандарта. Да? Мы смотрим комплексную программу, которую мы выбрали в качестве основы, да, для разработки, и мы смотрим собственный потенциал, то есть все то, что наработано в детском саду. Далее. Так, куда-то я нажала. Следующий у нас, что входит? Следующий блок, я буду блоками это называть. Следующий блок – это описание вариативных способов, методов и средств по 5 направлениям в процессе взаимодействия взрослого и ребенка. Ну, здесь очень понятно, этот раздел, вот этот блок, он, наверное, самый сложный, вызывает затруднения, потому что одно дело, когда мы прописываем задачи, да, по 5 образовательным областям, и другой вопрос, как мы предполагаем реализацию этого содержания, да, вот в течение дня и по 5 образовательным областям. Например, социально-коммуникативное развитие детей никак не может обойтись без образовательных событий как формы. Да? То есть событийность как принцип образовательного процесса, он сегодня должен как-то быть представлен, потому что социально-коммуникативная составляющая – это составляющая именно событийности, да? То есть образовательных ситуаций, либо созданных специально, либо полученных в ходе общения, ну и так далее. Либо вообще просто ситуации, которые сейчас получаются, которые иногда предусмотреть, наверное, невозможно. То есть в этой части очень важно отразить формы, методы и средства, которые, во-первых, поддерживают детские интересы, детскую инициативу, работают на выявление возрастных индивидуальных особенностей детей, работают на установление предельных возрастных возможностей ребенка и предполагают творчество. Вот характеристика таких вот форм, методов, которые, в принципе, наверное, будут отражать содержание 5 образовательных областей. Если мы говорим, что содержание 5 образовательных областей уже имеет и носит интегрированный характер, да, соответственно, и формы, методы, технологии, которые выбираются к этому содержанию, они также должны носить этот же характер, интегративный. Поэтому здесь составляющая форм, технологий, она многообразна. Это право педагога выбирать технологии, да, выбирать форму, выбирать методы, выбирать средства для реализации основной образовательной программы. И если прописывается все-таки в основной образовательной программе выбор, да, той или иной технологии, то, естественно, она должна быть реализована. Потому что зачастую типичной ошибкой является то, что мы прописываем технологии, формы, методы работы с детьми. К сожалению, эти описательные технологии, формы, методы, они, первое, иногда не обеспечивают содержание, да? Во-вторых, просто не реализуются. Поэтому, конечно же, очень важно для выбора форм, методов и приемов опираться на, первое, те технологии, которые предлагаются авторами, да, и обязательно методологически их на себя примерить, а сможем ли мы сейчас в наших условиях, да, реализовать эти технологии. Вот если у нас в программе комплексная, а в каждой почти комплексной программе у нас стоит технология деятельностно-личностного подхода, да, реализующего подхода. Есть ли у нас сегодня условия, готовы ли сегодня у нас педагоги организовывать вот такую линию реализации технологий деятельностно-развивающего подхода? Далее, особенно у нас есть интересные технологии в авторских парциальных программах, потому что действительно они такого более конкретного характера, и там прописываются определенные технологии. Готовы ли мы сегодня их применить в наших условиях? Да? Это могут быть какие-то предложения от групп, подгрупп, да, от родителей, возможно, и так далее. Это могут быть игровые методы, формы, приемы разного характера для реализации содержания. Это могут быть проектная исследовательская деятельность, это могут быть социальные направленности, методы, формы социальной направленности и так далее. То есть не надо сегодня предполагать,
что мы написали только содержание в 5 образовательных областях, а как мы его реализуем, мы будем показывать в режиме дня. Ни в коем образе. То есть нужно рассмотреть содержание, да, первично те технологии, формы, методы, которые предлагают нам авторы или комплексная программа. Дальше найти свои, да, варианты. И таким образом вот этот комплекс, он соединит содержание, то есть что и как. То есть вот этот момент, он очень важный. Иначе у нас опять, вот, анализируя основные образовательные программы, в редких случаях увидишь, как реализуется содержание, через какие модели, через какие формы, через какие приемы, через какие принципы. Да, вот эта часть, она в содержательном разделе очень серьезно западает. Поэтому на нее нужно обратить очень такое детальное внимание. Почему? Потому что все, что в содержательном разделе прописывается в основной образовательной программе, оно будет укладываться на планирование деятельности педагога. Вот как прописано в основной образовательной программе, да, оно конкретизируется уже, да, в планировании именно конкретной деятельности педагога. Поэтому не должно быть содержание основной образовательной программы само по себе, а планирование работы педагога само по себе. Оно обязательно должно иметь серьезную взаимосвязь. То есть цепочка, основная образовательная программа, да, план деятельности педагога, план педагогической деятельности педагога, да, и, соответственно, результат, который сегодня в течение дня у нас получается. Какой результат? Который рассматривается с точки зрения нашей внутренней оценки. Была ли сегодня организация детских видов деятельности? В каких моментах она была? Сегодня имеет ли возможность ребенок побывать в разных видах деятельности, организовать разные виды деятельности, в зависимости от возраста? Да? Вот линия движения и оценивания, в том числе профессиональной деятельности педагога. Еще раз помним, да, что закон, да, определяет реализация основной образовательной программы – это гарант выполнения стандарта, а значит гарант выполнения закона. Далее идем. Следующий у нас блок описания в содержательном разделе, да, это блок работы с родителями. То есть очень хотелось бы, чтобы в основной образовательной программе данный блок был представлен в виде системы взаимодействия с родителями. Да? То есть что такое система? То есть есть ключевое системообразующее звено, да, что это такое может быть. Возможно, это может быть, например, семейные совместные традиции. Может быть, как ядро, да, построение системы. И вот через совместные традиции мы можем рассмотреть, как строится система взаимодействия с родителями. Что такое система взаимодействия с родителями, с семьями воспитанников? Это прежде всего привлечение, да, наших родителей как участников образовательного процесса, как участников образовательных отношений. Поэтому чем активнее мы построим, да, вот эту систему, тем мы выше получим результаты, во-первых, удовлетворенности родителей, во-вторых, их активного участия в реализации основной образовательной программы. Родитель сегодня это участник, он не должен читать только меню в раздевалке. Да? Сегодня он должен понимать, а что сегодня ребенок познал, что он вынес из детского сада, какое содержание, какие виды деятельности, как ему было хорошо в детском саду, интересно. То есть все то новое, что выносит ребенок, да, это и есть его результат. Так вот он какой результат? Он спонтанный, он планируемый, он какой? Остается вот для нас тут вопрос. Поэтому система, конечно, бы хотелось, чтобы она была системой. Но, как правило, в программе прописываются лишь только некоторые направления, да, работы с родителями. В лучшем случае это план работы с родителями. То есть вот такая какая-то вот небольшая система, представленная фрагментами. Далее, безусловно, данная система может прописать, или как бы лучше всего, если она отражает формы, да, непосредственного вовлечения родителей в образовательный процесс, да, вот здесь прописано, и особенно вовлечение такой вот
насыщенную, наверное, жизнь детского сада. То есть, как правило, родитель, уже приходя в детский сад, он ориентируется, а какие сегодня события, какие сегодня формы из основной образовательной программы вообще сегодня реализуются. То есть это не просто праздники, которые традиционные. Сегодня каждый день, заходя в детский сад, утром и вечером, родитель должен понимать, а чем сегодня живет в содержании мой ребенок. И для этого, конечно же, он должен что-то увидеть, да, что-то прочитать, с чем-то ознакомиться, с кем-то пообщаться, как-то побывать на каких-то мероприятиях, в том числе и узкого характера. Вот. А не просто как бы быть простым наблюдателем. Поэтому в содержательном разделе этому блоку придается тоже серьезное значение. И этот блок отражает как раз-таки содержание образовательного процесса. Далее. Так, пропустим немножко. Что-то я опять не туда пошла, да? Так. Ну и следующий блок, который обязательно строится в содержательном разделе, это система коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть понятно, что если у вас группа комбинированной или компенсирующей направленности, то такая программа строится. Программа прописывается в виде действительно такого программно-целевого документа, да? То есть есть определенная цель, есть задачи, да? Есть опять описание некоторой особенностей групп, комбинаторики групп, да? Есть линии, связанные с описанием деятельности специалистов, если они есть в этой части, как строится работа по этому направлению, какое содержание предполагается для определенной возрастной группы детей, да? То есть прописываются вот эти блоки, которые понятно, что в зависимости от степени тяжести детей, посещающих ту или иную группу, да, могут быть конкретизированы и индивидуально представлены. Только в случае, вот я уже как сказала, инклюзивного образования, да, выделение данного раздела не является обязательным. Ну, почему? Еще раз повторяю, потому что если у вас инклюзивный аспект, то значит родители устраивают реализацию основного содержания, да, обязательной части основной образовательной программы, и ребенок находится в тех же условиях, как и находятся все дети. То есть для ребенка создаются лишь только организационно-педагогические условия, да, освоения. А все остальные условия психолого-педагогического характера, содержательного характера, технологического характера, они остаются для всех одинаковыми. Ну, естественно, разрабатывается какая-то программа сопровождения, безусловно. Без этого тоже нельзя. Далее. Организационный раздел. Организационный раздел представляет собой систему условий реализации, да, то есть прописываются все условия. Тоже, кстати, также ошибка является большой, когда переписываются условия, взятые из ГОСа, взятые из программы, взятые из примерной программы. Это неправильно. Все условия должны четко соответствовать условиям детского сада. Они должны прописываться, причем в таком очень хорошем варианте. И площади, и кабинетная система, и пищеблок, да, то есть все прописывается. Вот как мы делаем информационно-аналитические справки, да, иногда, вот линия описания условий, она очень важная линия. То есть, почему она важна? Еще раз вот здесь написано. Потому что можно оценить, да, как реализуется основная образовательная программа в этих условиях. Соответствует ли содержание основной образовательной программы созданным условиям? Каких условий не хватает, возможно, да? И так далее. То есть можно определить все-таки, да, объективно оценить те условия в рамках реализации основной образовательной программы. Далее, то же самое. Ну, у нас, вы знаете, что у нас в ВГОСе там все условия прописаны, требования к условиям, да? И кадровым условиям они прописаны, материально-техническим, даже к финансовым стандартам все прописано. Но вот опираясь на эти условия, да, нужно расшифровать и конкретизировать свои условия. Очень сложно бывает конкретизировать психолого-педагогические условия, потому что в ВГОСе, как и в примерной программе, так и в стандарте, психолого-педагогические условия рассматриваются такого общего характера. Да? Но тем не менее нужно рассмотреть их с точки зрения возможности применения в
в конкретных условиях, посмотреть, какие условия не позволяют выполнить полный объем психолого-педагогических условий, и сделать выводы, да? Восполнить эти условия. Вот если мы по кадровому обеспечению с вами пройдемся, то вы увидите, что требования достаточно высокие к кадровому составу сегодняшнего дня. И конкретно все ли условия мы обеспечиваем именно в области там, улучшения профессионального уровня кадров? И как их улучшить? Это уже будет следующий виток внесения корректировок в программу, внесения изменений в программу. Дальше. В организационный раздел также входит организация развивающей предметно-пространственной среды. Не надо писать в этом разделе принципы, которые нам определил ВОЗ. Это требования, которые четко поставлены стандартом. Поэтому задача разработчиков и задача руководителя, прежде всего, да, отнестись к пониманию, а насколько предметно-пространственная развивающая среда создана в соответствии с требованиями, да, чего не хватает сегодня по созданию предметно-пространственной развивающей среды, создана ли она с учетом этих принципов или с учетом требований комплексной программы, которая сегодня говорит об определенных специфических или вариативных условиях среды. Да? То есть как работает среда, как она создается и работает. Тоже очень важный этот момент. Тоже зачастую принципы перечисляют в этом блоке, и как бы все. А акценты. Что вносится в среду при комплектовании разном ваших групп? При инклюзивном образовании что вносится? Что вносится в среду, если у вас дети смешанные, возрастные, возраст смешанный? То есть какие условия в предметно-пространственной среде создаются для этого состояния, этой возрастной нормы детей? Какие условия создаются? Это тоже зачастую очень сложно просматривается. Каковы традиции, возможно, как учитываются традиции детского сада в среде? Как учитывается поликультурность сегодняшнего дня в среде? Вот, например, у нас есть территории, там, где есть миграция, да, населения из там, стран СНГ. Но дети-то посещают детский сад. Соответственно, и среда, которая создается, должна как-то отражать поликультуру сегодня. Вот насколько это? Если вот таких детей много, значит, какое условие мы создаем для того, чтобы ребенок осваивал язык, культуру русскую, нес свою, да, коми-культуру. То есть все особенности, они все относятся именно к описанию организации предметно-пространственной развивающей среды. Простите, если у нас на площади сегодня, то есть площади в детском саду, они не позволяют, да, создать полноценную среду, тогда мы как прописываем условия реализации программы? Если сегодня мы прописываем технологию поисково-исследовательской деятельности, где предполагается перемещение ребенка в свободном пространстве, а у нас, извините, да, пространство занято там, кроватями, столами, еще чем-то, какая технология поисковой деятельности сегодня у нас будет организована в этой среде? Или, предположим, мы сегодня говорим о творческих мастерских. Творческая мастерская – это где ребенок может расположиться, да, и творить. Создается ли сегодня условия в среде для творческих мастерских детей? И все, вот понимаете, все взаимосвязано. То есть все разделы должны быть взаимосвязаны между собой. Если мы тут прописали одну технологию, а в среде мы не прописали ничего, возникает резонный вопрос. Да? Или если мы прописали в этом разделе, как у нас строится среда, а в реалии мы не можем реализовать содержание, тоже возникают определенные вопросы. Далее, в этом же разделе рассматриваются особенности образовательной деятельности. Очень часто особенности образовательной деятельности рассматриваются в виде определенных расписаний, да, режима дня, ну и прочих других вещей. То есть здесь очень важно сказать, что ни режим дня, ни планирование, ни какие-то другие формы, которые представляются в виде конкретизации и реализации содержания основной образовательной программы, не могут обеспечить формирование достижения целевых показателей в виде культурных практик. Это только рассматривается через содержание. Поэтому в этом разделе очень важно показать,
что образовательная деятельность идет на протяжении всего дня пребывания ребенка, в каких формах она идет, и уже через содержание формы будет понятно, какие культурные практики формируются у детей. Потому что именно через содержание формы идет достижение целевых ориентиров. А целевые ориентиры — это вот не что иное, да, как результат формирования культурных практик ребенка. Далее. Ну и далее тут посмотрите по слайду, я уже останавливаться дальше не буду. Очень часто спрашивают, задают такой вопрос. Нужно ли прописывать индивидуальную работу в этом разделе или в разделе формы организации, да, деятельности детей, в содержательном разделе? Если есть в детском саду система, да, которая позволяет, ибо индивидуальная работа является неотъемлемой частью, да, образовательного процесса, либо распорядка дня, либо режима дня, либо блока содержания, который можно, да, рассмотреть в качестве там, индивидуальной какой-то работы, то, наверное, это можно. Если как бы не предполагается вот, конкретизации, да, связанной с индивидуальной работой, тогда, наверное, это было бы неуместно. Потому что такое индивидуальная работа? Это значит, я могу часть детей каких-то выбрать, да, и вот с ними что-то проводить. Эта работа не может показываться как отдельная, потому что содержание основной образовательной программы, да, оно рассматривается в контексте для всех детей. Поэтому, если к этому есть необходимость, то тогда нужно показать в пояснительной записке, что это такое индивидуальная работа, почему она встраивается в образовательный процесс. Это форма, или это что, да? Или это средство, то есть что это такое. Вот. Поэтому ну, я бы, например, вот чисто рассматривала вопрос с точки зрения все-таки комплектования групп, то есть насколько это необходимо. Да? Может быть и необходимо, например, в рамках инклюзивного образования, может это необходимо в рамках комбинированной группы, да, может быть это необходимо. Далее идем. В рамках описания психолого-педагогических условий, да, и реализации содержания очень важно все-таки рассмотреть о том, какое место занимает игра, да, именно в рамках психолого-педагогических условий, потому что сегодня и ВГОС, и содержание комплексных программ, и парциальных программ, они все-таки говорят нам о том, что основная форма все-таки образовательного процесса в дошкольном возрасте, особенно в младшем возрасте, да, это все-таки игровые формы, не снимая со счетов место, да, свободной игровой деятельности, ролевой деятельности, но все-таки выбор игровых форм является сегодня в приоритете. Игровая деятельность ребенка – это деятельность, которую мы должны обеспечить на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. Поэтому, безусловно, в рамках описания психолого-педагогических условий акцент мы делаем на игру, да, и акцент мы делаем на то, как организовано взаимодействие педагога с детьми. То есть на протяжении, получается, всего периода пребывания ребенка в детском саду, да, линия организации взаимодействия, совместной деятельности, сотрудничества, личностно ориентированного общения должно быть представлено и описано. Это, в принципе, и есть ядро психолого-педагогических условий. То есть, еще раз, в этом разделе очень важно подчеркнуть, что психолого-педагогические условия – это не что иное, как модель, да, взаимодействия педагога с детьми. Вот если она прописывается с учетом примерной программы, комплексной программы, парциальной программы и ваших каких-то находок авторских, методических, вот это, в принципе, и будет психолого-педагогические условия. То есть, если мы их реализуем, мы понимаем, как их реализовать, тогда да, мы прописываем это в программе. Если как бы нам сложно, тогда надо подумать, как мы это представим. Ну и материально-техническое, здесь я вот уже вам сказала, да, что самое важное здесь даже не то, что есть в детском саду, безусловно, это тоже важно, поскольку если у нас, предположим, страдает сегодня наличие оборудования для крупной моторики, да, то, соответственно, мы должны посмотреть, насколько нам сегодня содержание, да, позволяет обходиться без оборудования для крупной моторики.
А оно не позволяет, потому что двигательная активность ребенка, да, развитие моторных функций от возраста к возрасту все возрастает. Поэтому сегодня, да, если мы говорим о материально-техническом обеспечении, то это, безусловно, взаимосвязь между всеми разделами организационного раздела, да, между психолого-педагогическими, предметно-пространственно развивающей средой и так далее. То есть материально-технические условия, они указывают на то, как с помощью этих условий реализуется содержание. Да? И мы должны посмотреть, если у нас действительно акцент, например, в комплексной программе, все-таки на высокую моторную плотность, например, да, в физическом развитии ребенка и достижение более таких весомых показателей, тогда понятно, что если у нас нет оборудования для крупномоторного развития детей, да, то, соответственно, мы эту задачу не решим никак. То есть поэтому линия взаимосвязи, она вот как-то должна быть согласована, что, кстати, тоже не всегда происходит. Да? Не всегда происходит. Дальше. Здесь хочется подчеркнуть, что понятно, что мы берем распорядок и режим дня, мы берем из установленных, да, как бы требованиями программ, и с АНПИНом, наверное, да, и программы, которые нам несут уже распорядки своего дня. Но мы не должны забывать, что образовательная организация имеет право самостоятельно определять распорядок и режим дня, которые устанавливаются с учетом условий реализации образовательной программы. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, безусловно, если мы не можем сократить время на прогулку или на дневной сон, да, то это остается обязательными условиями. То есть те условия, которые обязательны к выполнению, которые по требованию СанПина мы не можем изменить никак. А есть, предположим, условия, которые, тот режим, который может быть в рамках расписан, ну, например, да, у нас там есть режим игры, самостоятельная деятельность. Да? То есть мы не убираем время, но мы рассматриваем, что в этом блоке может проходить. Да? То есть вот эти вот линии традиций, событий детского сада, они могут также в режим входить. И вообще хотелось бы не видеть голых списанных режимов, как в основных образовательных программах, так и в группах, в раздевалках детского сада. Хотелось бы, чтобы родитель увидел, чем в течение дня-то занимается ребенок. Вот в режиме дня что написано у нас? В лучшем случае там, образовательная деятельность, да? В худшем занятия какие-то там ЗО, МУЗО, что-то там вот такое, да? Родитель что должен из этого извлечь сегодня? Он видит традиционный подход. Ему это ни о чем не говорит. Ему не говорит это, что в режиме дня реализуется задача основной образовательной программы. Поэтому линия она может быть каким-то образом представлена с учетом сохранения обязательных частей, безусловно. И мы вот говорим об игре, да? А если мы проанализируем, когда берем распорядок дня с комплексных программ, мы должны увидеть, а насколько комплексная программа закладывает время и место для игры. И если она это не закладывает, значит мы где-то можем это расширить. Где у нас игры-то? То есть вот это этот контекст, о котором тоже можно сказать. Потому что зачастую видишь просто переписанные с программ распорядки и режимы. Если у вас, предположим, детский сад работает малокомплектный с укороченным днем, да, то есть не 12, а, скажем, 10,5 часов, если работает детский сад. Соответственно, вы должны понимать, что весь объем, который прописан в комплексной программе, дети не освоят за промежуток времени. Соответственно, работа с содержанием, содержательным, с организационным разделом должна здесь быть. То есть, если вы поставите в программу полную реализацию комплексной программы за 10,5 часов, то это надо очень постараться. Какие условия нужно тогда создать? Если у вас ограничения во времени, если у вас ограничения по условиям, если у вас ограничения по комплектованию, да, то есть неполные группы, то, соответственно, и содержание основной образовательной программы каким-то образом должно иметь определенные корректировки. Иначе, если вы комплексную программу полностью берете, то встает резонный вопрос.
осваиваете ли вы ее за этот промежуток времени. Есть детские сады, дети приходят только на год, на 1,5, на 2, да? Тоже мы не можем вкладывать полный объем содержания, скажем, для детей, которые посещают только год, например, и уходят из детского сада. Поэтому в этих случаях либо мы работаем с индивидуальными программами развития, либо мы, если это постоянная ситуация, мы корректируем содержание и рассматриваем вот тот объем содержания, тот распорядок дня и так далее, который соответствует вот этим особенностям. Все дело в особенностях. Зачастую очень сложно они прописываются в основных образовательных программах. Безусловно, если специфика вашего детского сада меняется из года в год, безусловно, конечно, вносятся изменения. То есть нельзя ехать на старом содержании, если у вас комплектование поменялось. А уж тем более поменялся там какой-то кардинальный там вариант, да? Кардинальная форма организации. То есть не было у вас комбинированных групп, появились комбинированные группы, да? Не было у вас смешанных групп, появились смешанные. В этом случае обязательно вносятся изменения в программу. То есть содержание уже имеет некоторую трансформацию. Поэтому все изменения ведут к изменению в содержании основной образовательной программы. Так, дальше. Так, что нужно знать о примерной программе? Ну, я уже сказала, что наша примерная программа была разработана позже, чем ввелся наш федеральный государственный образовательный стандарт. Но, тем не менее, мы должны к ней возвращаться и возвращаться постоянно. Это почему? Потому что это наш документ, который четко в общем смысле, да, и в рамочном смысле определяет нам вот объем содержания, да, формы реализации содержания и планируемый результат. Поэтому, естественно, мы опираемся на примерную программу. Примерная программа является ориентировочной основой, да? Она же является основой для разработки комплексных, авторских, примерных, парциальных и других программ. Она же является основой для разработки всех программ авторского характера и назначения, внутренних программ ваших, если ваши педагоги пишут какие-то программы, там, неважно, какие-то авторские свои программы, да, и так далее. Она является основой. То есть все содержание, если мы сомневаемся, необходимо оно детям дошкольного или нет, оно здесь наше примерно прописано. То, чего даже не прописано в ВКУСе, мы там можем найти, потому что программа конкретизирует содержание требований ВКУСа. Далее. Ага. И вот здесь, да, при выборе разработки программы основной образовательной учитывается первично ВГОС и примерная программа. Я бы даже больше сказала, что учитывается прежде всего примерная программа, потому что она уже транслирует нам требования стандарта. Здесь хочется подчеркнуть, что программа наша примерная, она не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса, а также календарного планирования образовательной деятельности. Оставляет педагогам право для вариативности, оставляет детскому саду право подходов, да, построению собственных подходов и так далее. Но тем не менее дает направление, за которое можно, которое можно взять в основу. Опять же таки, смотрите, понятно, что содержание наших комплексных парциальных программ, которые у нас достаточно много, все наши комплексные парциальные программы расположены на сайте ФИРО в навигаторе, то есть с ними всегда можно ознакомиться и к ним вернуться, еще раз посмотреть, обратиться, сверить, проверить, выбрать и так далее. Здесь хочется сказать, что примерная программа ориентирует, да, деятельность образовательных организаций именно в области содержания и форм организации образовательной деятельности, что очень важно. А все остальное остается за образовательной организацией. То есть как планировать образовательную деятельность, да? Как закладывать в распорядок режим дня реализацию основной образовательной программы, да? Как реализовывать, выбирать формы, методы реализации содержания, да? Это относится к компетенции образовательной организации. То есть если у вас принято, да,
как бы вот эта составляющая, значит, все педагоги будут это выполнять. Если вы в основной образовательной программе это прописали, значит, это обязательное исполнение всеми педагогами. То есть прописали вы, что у вас там, предположим, 15 минут какой-то общей зарядки во всех группах, да, общей, значит, она будет именно в это время во всех группах проходить. Ни больше и не меньше. Прописали вы, что вам нужны рабочие программы, как планирование деятельности, да, конкретное, значит, у вас будут рабочие программы. Прописали вы, что у вас календарно-тематическое планирование, значит, у вас будет календарно-тематическое планирование, ни больше, ни меньше. Прописали вы, что у вас система мониторинга, значит, у вас будет система мониторинга. Все. И все педагоги, все, что прописано в основной образовательной программе, обязаны это выполнять. Уже не может быть вопросов, почему я, почему это, можно ли мне заменить и так далее. Поэтому основная образовательная программа, еще раз подчеркиваю, это важный документ для детского сада и гарант качества для всех участников образовательных отношений. Дальше. Примерная программа дошкольного образования, да, реализуется через 4 формы. То есть детский сад выбирает различные варианты. Да, то есть с учетом примерной программы разработаны все комплексные программы. Да, поэтому при разработке основной образовательной программы может выбираться комплексная программа. Да. Что такое комплексная программа? Комплексная программа – это программа, которая охватывает все содержание образовательного процесса, да? Все образовательные процессы, которые происходят в детском саду, с полным комплектом учебно-методического обеспечения и ее реализации. То есть это комплекс, который, собственно, вот берется целиком, да? Ну, где-то, может, немножко там корректируется в незначительной части. И те условия, которые необходимы для реализации этой комплексной программы, они там также прописываются, то есть они тоже выполняются. Но это не значит, что комплексную программу вы все-таки не можете подкорректировать под свои условия. Конечно, это сделать возможно, но если все-таки некоторые условия обязательны к выполнению по этой программе, да, следовательно, вы должны понимать, выбирая комплексную программу для разработки своей основной образовательной программы, а условие это то, что обязательно, в принципе, к выполнению, потому что так программа построена. Да? То есть в связи с этим очень важно понимать, берете ли вы ее целиком или все-таки не берете. Потому что комплекс сам по себе и говорит за то, что это в комплексе все реализуется. Не реализуется раздельно, не реализуется частично, не реализуется эпизодически, да, это комплекс. И он обеспечивает достижение цели. Да, корректировка, возможно, небольшая, но целиком методологически условия, формы, технологии, они не меняются. Может быть, там небольшая корректировка по содержанию в зависимости от комплектования вашей группы. И все. Но и в чистом виде, конечно, комплексная программа, она вот совсем переписанная, тоже как бы не особо кому нужна. Она должна иметь вот особенности, да, притягивания к тем условиям, к тем событиям, традициям, комплектованию детского сада. То есть это комплексная программа, это комплекс. И поэтому зачастую педагоги, детские сады выбирают, конечно, комплексные программы, такие как детство, от рождения до школы. Да? В Республике Коми не так много у нас выбора комплексных программ, не так много. В основном выбираются от рождения до школы, детство. Да? Сейчас мы стараемся перейти на программу вдохновения, потому что она имеет уже интересные подходы, формы организации. Вот. Ну, то есть пересматривать программу, переводить ее в новый режим, на новый комплекс, дело очень сложно. То есть, например, некоторые говорят, нам не нравится, например, программа от рождения до школы, мы перейдем там, ну, условно, там, на вдохновение. Да? Перевод своей основной образовательной программы на другое содержание – это очень сложный процесс и требует очень серьезной подготовки. Поэтому перевод, конечно, осуществляется внесением определенных изменений в содержание, которое рассматривается всеми участниками образовательного отношения. То есть родитель не может пройти мимо изменений.
Он должен дать свое согласие на то, что меняется. Это тоже очень важный момент. И уже тогда, постепенно, вводя какие-то области, да, содержания, вот, возможен такой вот переход. Полностью переходить на комплекс новый можно только тогда, когда мы готовы к этому, когда у нас условия к этому готовы. То есть чего переводить, предположим, на определенную программу, когда педагогические кадры не готовы ее реализовывать. Мало ли, что у нас есть хотение, да? Мы не создали еще никаких условий для того, чтобы педагоги работали, вот, например, в этой программе, в новой. Или условий у нас как таковых специфических нет, или оборудования у нас нет. То есть поэтому перевод на новые программы — это очень сложный процесс, требует очень серьезной подготовки. Значит, это через комплексные программы. Их у нас достаточно, комплексных программ. Далее, как мы можем второй вариант рассмотреть? Это через комплексную программу и парциальную программу. То есть парция — это часть. Да? Что такое введение парциальной программы? Введение парциальной программы — это дополнение содержания. То есть это не замена содержания комплексной программы, это дополнение содержания. Ну, например, мы не совсем хорошо понимаем и разработали, и увидели, наверное, в комплексной программе, ну, условно, там социально-коммуникативное развитие. Да? То есть вот нам кажется, что недостаточно для достижения целевых ориентиров этого содержания. Тогда мы можем, да, дополнить это содержание некоторой парциальной программой. Ну, может быть, авторской программой, да, любой. И то, чего не хватает в комплексной программе, мы можем вот эти задачи дополнить. Есть парциальные программы, которые работают по одному направлению, а есть по нескольким направлениям. Да? То есть нужно посмотреть, насколько комплексная программа, скажем, не отражает, да, или не полно отражает, да, это содержание. Тогда мы можем внести парциальную программу. И, конечно же, не очень правильно сегодня уже связывать введение парциальной программы с тем приоритетом, который есть у детского сада. Это немножко неправильный уже подход. Да? То есть, например, если педагоги увлекаются, большая часть педагогов увлекаются театрализованной деятельностью, условно, да? Ну, к примеру, значит, мы выбираем эту программу. Если нам комплексная программа обеспечивает театрализованную деятельность, значит, может быть, нам и не нужна дополнительная программа. Если же мы все-таки считаем, что сегодня в этом направлении, да, у нас есть условия, и мы можем обеспечить направление это несколько шире, да, чем представлено в комплексной программе, тогда мы можем выбрать парциальную программу. Лучше, если она будет авторская все-таки, потому что все-таки это несколько иной подход, да, от таких вот общих тенденций. Далее, ну вот тут вот приведены примеры, да, например, истоки, например, малыши-крепыши. Да? То есть нужно понимать, что парциальная программа по одному или нескольким направлениям берется полностью, а не частично. Не берется фрагментами парциальная программа, она берется полностью. И вводится в процесс в виде дополнения либо по одному блоку содержания, либо по нескольким блокам содержания. Иногда даже по многим блокам бывает входит. Но все-таки парциальная программа имеет свою направленность. Имеет все-таки свою направленность. То есть, ну, предположим, у нас практикуется программа сейчас в Республике Коми «Социокультурные истоки». Да? Она, безусловно, дополняет раздел содержания социально-коммуникативного развития детей. Ну, первично, да? А потом по ряду других задач тоже, конечно, имеет дополнение. Но они уже вторичны. А первично все-таки в социально-коммуникативное развитие эта программа входит очень успешно. Не ломая комплексную программу ни одну. И методологически совпадает с концепцией ВГОСа, примерная программа и так далее. Дальше. Сегодня нам и закон, и федеральный государственный образовательный стандарт, да, разрешает совмещение различных программ. Эта модель основной образовательной программы, да, вот, транслирование примерное через дифференциацию различных программ сегодня допускается. То есть
Это может быть варианты нескольких программ. Это в случае в каком может быть? Это может быть в случае таком, когда у нас, предположим, часть педагогов активно накопили свой опыт по реализации, например, программы детства, да, ну, условно, вот что, к примеру. Вот. А часть как бы еще не совсем вошли в реализацию этой программы. Да? То есть те, кто накопили свой опыт, они могут продолжать в этом опыте работать. Те, кто еще, может быть, не имеет определенного опыта, то есть, может быть, взять за основу другую программу, например, от рождения до школы. Таким образом, получается дифференциация двух программ. Да? То есть программа, например, от рождения до школы в каких-то группах, предположим, да? И программа, например, детства, взятая за основу для разработки основной образовательной программы. То есть дифференциация сегодня тоже возможна. Например, очень много у нас есть опыт детских садов, которые очень давно и долго работают по программе «Детский сад Дом радости» Крыловой. И свой опыт не хотят сбрасывать со счетов. Поэтому сегодня и ВГОС, и закон позволяет дифференцировать нам эти комплексные программы. Эта программа тоже комплексная. Да? Поэтому может быть даже одна группа работать по определенной программе. Это тоже сегодня допускается. Но это все отражается в основной образовательной программе. Ну и последний, четвертый вариант, да, это модель разработки основной образовательной программы самостоятельно. То есть это вариант практически не используется сейчас детскими садами Республики Коми. Но тем не менее он имеет место быть. То есть когда основная образовательная программа разрабатывается самостоятельно с учетом примерной программы. Ну, тоже типичная ошибка может возникать, что переписывается примерная программа, да, что не очень хорошо. Но, тем не менее, такая возможность у образовательной организации есть. Поэтому основная образовательная программа разрабатывается на основе примерной, но с учетом вариантов. Пожалуйста. Образовательная организация выбирает любой вариант, какой она посчитает нужным. Это были модели, да? Выбора программ. И, соответственно, выбирая ту или иную модель разработки основной образовательной программы, да, в этой же модели отражается уже сама модель образовательного процесса. То есть, так или иначе, да, основная образовательная программа описывает ту модель образовательного процесса, которая выстраивается уже в контексте образовательной реализации основной образовательной программы. Тоже очень важный момент. И как раз-таки описание модели образовательного процесса может вытекать не из головы разработчика, а только лишь зависит от выбора комплексных и парциальных программ и разработки основной образовательной программы. Только от этого она зависит. Она не придумывается, она не списывается с каких-то научных трудов. Она именно зависит от того, насколько выбираются и в каком соотношении выбираются комплексные парциальные программы для разработки основной образовательной программы. Потому что, смотрите, и примерная программа, да, которая несет в себе полноту, объем содержания и форму реализации этой программы, и программы, которые связаны как комплексные и парциальные, все они имеют некоторые, да, характеристики и модели образовательного процесса. То есть как идет реализация содержания, через что, через какие формы, да, идет реализация содержания. То есть они имеют некоторые особенности. В детстве это так, во вдохновении это так, да, реализуется через какие-то формы. Через организацию традиционного круга, например, да? А здесь, например, реализуется через занятия в чистом виде, да? То есть как реализуется процесс? Характеристика образовательного процесса, она закладывается в комплексные программы, она же закладывается и в примерные, хотя там явно мы этого не увидим, но тем не менее она все-таки закладывается. А уже учреждение, да, разрабатывая свою основную образовательную программу, учитывая те или иные особенности, формирует эти модели самостоятельно. То
То есть он может, если он выбрал только комплексную программу, он может опираться на ту модель, которую ему диктует комплексная программа. Да? Он может дифференцированно соединить различные направления той или иной программы и выстроить эту деятельность. То есть по-разному. Ну, может быть, не совсем понятно, что такое модель образовательного процесса. Да? То есть, еще раз, модель образовательного процесса у нас строится с учетом всего пребывания ребенка в детском саду, то есть через различные режимные моменты у нас должны проходить разные формы организации детской деятельности. Да? У нас есть блоки, то есть блок организованной деятельности, блок самостоятельной деятельности, блок совместной деятельности. В каком диапазоне он простраивается? Вот это и прописывается в программе. Этот диапазон устанавливается организацией и основной образовательной программой дошкольного образования. Но это компетенция организации. То есть комплексная программа вам рекомендует, а все-таки организация выбирает. Дальше. У нас 3 этапа разработки основной образовательной программы. Да? Они очень традиционные. Для того, чтобы приступить к разработке основной образовательной программы, мы используем первый этап – это аналитику. На что работает аналитика? Прежде всего, она работает на анализ целей, задач, да, относительно своих условий. Вот это первое, что нужно сделать. Еще раз повторяю, что очень серьезной проблемой возникает невозможность реализации полного объема содержания в тех условиях, в которых создан детский сад. Дальше. Второй этап – это поисковый, то есть это выбор. Да? Выбор. В этой части очень важно не забыть свои особенности, не забыть свою специфику детского сада, может быть, территории специфику. Да? То есть отразить в этой части тот выбор и обосновать свой выбор. Почему вы выбрали эту парциальную программу? Это очень тоже важный этап. Ну и третий этап формирующий, который уже соединяет, да, вот, ту аналитику и тот выбор, и вы приступаете уже непосредственно к разработке основной образовательной программы и ее описанию. Очень часто задают вопросы, должен ли педагог разрабатывать основную образовательную программу? Как ответить на этот вопрос? У педагога есть в профессиональном стандарте очень четкое умение планировать свою образовательную деятельность и организовывать ее. Да? То есть понятно, что если педагог никакого отношения не будет иметь к основной образовательной программе, естественно, как он может ее реализовать? Безусловно, педагог подключается к разработке основной образовательной программы. В какой части он подключается, в каком объеме, решает администрация детского сада. Очень важно помнить о том, что педагог не может пройти мимо разработки основной образовательной программы. И, соответственно, тот возраст, в котором он сейчас начинает свою деятельность, да, и реализацию основной образовательной программы, должен быть ему представлен и должен быть ему обязательно знаком. Иначе, не видя планируемых результатов, да, своего возраста, как педагог реализует это содержание. Это очень непонятная ситуация, когда программа сама по себе, да, результаты сами по себе, а педагог с детьми сам по себе. То есть, естественно, безусловно, вот эта реализация содержания основной образовательной программы должна быть заботой педагога первичной. Поэтому однозначно педагог участвует в разработке основной образовательной программы. Это вообще дело всего педагогического коллектива. Поэтому я думаю, что это само собой разумеющееся. Педагог не может пройти мимо основной образовательной программы, он ее реализует. Соответственно, реализует ГОС. Ну, на первом этапе у нас основные задачи стоят. Это сопоставление целевых ориентиров и условий реализации основной образовательной программы. Да? Выявление несоответствий практики работы требованиям примерной программы. И оценка полноты реализации примерной программы в конкретных условиях образовательной организации. Это вот основные задачи, которые стоят в этой части. И если вы, конечно, будете корректировать свою программу, да,
вносить в нее определенные изменения, то все равно вы будете начинать с этих этапов. И с них нужно начинать, потому что иначе непонятно, что корректировать. Да? Дальше. Основной способ действий на данном этапе – это, конечно, анализ. Да? Анализ, который должен отвечать на вопросы, соответствует ли реальная практика реализации там, содержания примерной программы или уже имеющейся основной образовательной программы. Да? Работает ли в реальности образовательная организация в соответствии с теми требованиями, которые заложены в основной образовательной программе или в примерной программе, если вы только начинаете, например, разработку своей программы. Далее. В результате анализа определиться, да, нуждается ли программа в изменении, каким образом, какой полнотой программа реализуется, в каких условиях программа реализуется. Да? И только тогда мы можем принять решение, да, что есть необходимость внесения каких-то изменений. Частично или значительно изменить, да? Или, скажем, в соответствии с реорганизацией или там, применением другой направленности снова написать программу, да? То есть вот как бы в соответствии с организационными какими-то изменениями. Далее. Если образовательная организация, да, не учитывает требования примерной программы и понимает, что комплексная программа, выбранная ею, не соответствует требованиям примерной программы, то, конечно, нужно принимать решение, чтобы программа была полностью изменена. Потому что зачастую некоторые программы состоят из фрагментов и схем, да, деятельности. То есть даже в соответствии с структурой, то есть целевой раздел представлен кратким описанием целей задач, содержательный раздел представлен ссылкой на комплексную программу, что не запрещается, конечно. Да? Дальше организационный раздел представлен перечнем материально-технического обеспечения. Все, вот это программа. В соответствии с этим очень важно все-таки проанализировать ее, да, насколько программа не противоречит требованиям примерной программы, и в соответствии, какие элементы образовательной системы реализуются частично, какие полностью, а какие не реализуются вообще. И итогом работы в этой части будет все-таки перечень тех противоречий, тех элементов, которые подлежат изменению. И, кстати, ежегодно желательно вот такой процесс аналитики, конечно же, проводить. Потому что, естественно, еще раз повторяю, основная образовательная программа дошкольного образования – это гарант качества предоставления вот услуг дошкольного образования как системы и образовательной организации в частности. Далее, второй этап – это поисковый. Да? На втором этапе, что очень важно соединить, еще раз подчеркиваю, да? Очень важно соединить целевые ориентиры, да, и условия. То есть достигаются ли целевые ориентиры в этих конкретных условиях. И если все-таки целевые ориентиры – это наша обязательная компонент, то есть наша цель, наш результат, да, если они все-таки не достигаются, значит, какие условия нужно изменить, какие улучшить, какое содержание нужно улучшить и так далее. Для выбора программы очень важно опираться на некоторые критерии выбора программы. Ну, во-первых, мы сейчас очень быстренько пройдем. Во-первых, это актуальность программы. Все программы должны быть современны. Если программы не переработаны авторскими коллективами на предмет соответствия к примерной программе, да, на предмет соответствия ВГОСу, то в некоторой части они могут потерять свою актуальность. Я не говорю, что они полностью могут потерять. Они, конечно, традиционно комплексный имеют подход, но все-таки, да, сегодня, если детский сад, предположим, считает, что он имеет возможность и условия позволяют реализовать более сложные комплексы, да, в этих условиях, то значит он смотрит, насколько актуальна программа на сегодняшний день. Поэтому сейчас, предположим, в практике дошкольного образования Республики Коми
Мы считаем, что все-таки необходимо заниматься очень глубоко современным содержанием, которое, конечно же, отражается в программах, да, современное содержание. И, безусловно, именно содержание сегодня задает вот эту актуальность. Потому что если сегодня мы не можем найти в наших программах традиционного характера те формы и методы, и технологии реализации содержания, которые обеспечивают и поддержку детской инициативы, да, и формирование культурной практики ребенка, если мы сегодня это не находим в какой-то из программ, значит, мы понимаем, что где-то мы не обеспечиваем детям это. И это очень важный момент. Поэтому актуальность, конечно же, зависит от тех условий, от той готовности педагогического коллектива, да, работать в тех или иных комплексах программ. Дальше. Инновационный потенциал программы. Безусловно, это особенно относится к парциальным программам, да, то есть те, кто могут выбираться. То есть что сегодня нового, да, несет программа, которая дополняет содержание, улучшает его, да, дает возможности для вариативности поиска форм методов работы с детьми. То есть новизна как, да, линия, конечно же, должна сегодня у нас быть первичной, потому что если мы сегодня, не выбирая программу, не видим новизну, то, соответственно, она и не актуальна, да? Ну, как бы такой подход. Дальше. Надежность программы. То есть программа выступает гарантом именно достижения показателей планируемых результатов. То есть надежность программы как основная составляющая имеет место быть. Если сегодня мы в программе не видим обеспеченность, например, возможности отслеживания, да, педагога достижения целевых ориентиров, вот как педагогу сегодня действовать в пространстве, да, продвижения детей к целевым ориентирам, вот если мы эти механизмы не видим, то, безусловно, педагогу очень сложно это выполнить. Поэтому надежность заключается в том, насколько сегодня программа предполагает обеспечение вот этих вот траекторий движения, да, помогает педагогу увидеть, как ему продвигать детей, ну, собственную совместную образовательную деятельность к достижению результатов. Дальше перспективность. Перспективность. Ну, программа не должна устаревать, как вы понимаете, да? То есть вот, сложно сказать, насколько программы устаревают. Ну, наверное, мы даже чисто на уровне такого бытового, наверное, анализа можем сказать о том, что есть часть программ, которые все-таки уже, наверное, могут казаться нам устаревшими. Да? То есть программа должна иметь определенную перспективность, должна иметь перспективу, так сказать, очень длительного пребывания в образовательном процессе. Поэтому часть программ, которая сегодня, например, обеспечивает только образовательный процесс в виде, скажем, традиционных занятий, она сегодня нас уже менее устраивает. Да? Нам необходимо сегодня такое содержание, которое дает нам возможность поиска и вариативности различных форм, методов, приемов работы с детьми. Это важно. Вот то, что говорится о перспективности. Дальше. Ну, понятно, что трансляция или реализуемость, да, то есть это программа, которая не требует серьезных, глубоких и специфичных, специальных каких-то условий. Понятно, что мы выбираем программу, которая опирается уже на те условия традиционные, да, которые, собственно, ну, как бы обязаны быть в детском саду. Поэтому для того, чтобы выбирать программу, очень важно отдавать себе отчет, а насколько, да, мы можем ее реализовать в наших условиях, да, и не требует ли программа от нас какой-то специфики серьезной. Может быть, приобретение дорогостоящего оборудования, да, и так далее. Вот, например, выбирая парциальные программы, иногда действительно мы смотрим, да, вот нужно это приобрести, да, и мы понимаем, что если мы берем эту программу, выбираем и транслируем, значит, мы должны быть к этому готовы, что какие-то определенные условия для ее создания могут быть. Ну и, соответственно, программы, которые, значит, коррелируются между собой, да, корреляцию такую устанавливают, они должны не противоречить друг другу. То есть программы не могут противоречить друг другу однозначно. То есть любую дифференциацию, которую вы выбираете, комбинируя программы,
должны иметь очень четкое единое соединение. Да? И это тоже очень важный момент. Потому что целевые ориентиры у нас как бы, собственно, одни, да? И они везде у нас установлены. Ну, рекомендуется на сегодняшний день все-таки выбирать одну или несколько программ, да, одну или две программы для того, чтобы рассматривать и как бы управлять, да, процессом реализации основной образовательной программы. Хотя, в принципе, не возбраняется и большее количество выбора программ. Так, дальше. Выбор и комбинаторика программ, да, не противоречит использованию других различных методических материалов, каких-то авторских материалов, да, других, которые педагог может использовать в образовательном процессе. То есть это сейчас тоже не возбраняется. То есть если раньше у нас мы говорили о том, что вот у нас мы работаем по программе детства, да, безусловно, мы комплекс полностью учебно-методических пособий берем за основу, но это не тот обязательный компонент, то есть не тот момент, когда мы не можем использовать что-то другое. Да? Мы также можем использовать и другие методические материалы в том числе, ну, конечно, которые не противоречат концепции нашей основной образовательной программы. Вот. Это тоже очень важный момент и дает тоже нам какую-то определенную свободу, да, в рамках уже разработки основной образовательной программы. Ну и третий этап формирующий. Это, безусловно, что остается, еще раз повторяю, неизменным и обязательным, это соответствие структуры, да, примерной программе и прежде всего стандарту. То есть опираемся на стандарт. И, конечно, наполнение содержанием. Программа, еще раз повторяю, не может быть в усеченном варианте, то есть схематично она не может быть представлена, она должна быть четко описана, с обязательным сохранением структур и с обязательным наполнением всех разделов, которые требуются при разработке основной образовательной программы. То есть схематический вид мы убираем с программы. Дальше. Ну, вот здесь хочется сказать, что я уже забежала вперед, сказала об интеграции, не устаю об этом повторять, что содержание во всех наших программах, оно уже само по себе интегративно, не надо делать наслойки глубокие на содержание, да? То есть оно уже интегративно во всех программах, и в примерных, и в комплексных, и в парциальных. То есть что-то там специально, какие-то наслойки еще делать, наверное, совершенно сегодня нельзя и не нужно. А вот аспект поиска дополнения, да, какого-то содержания, да, он имеет место быть. Но он имеет место быть не потому, что нам так захотелось, а потому что, предположим, уже есть особенности направления работы детского сада. Есть авторские подходы, есть авторские технологии, например, социокультурная технология, социоигровая технология, которая сегодня ведется, да? Технология уже требует некоторого дополнения содержания. Да, она технология, она существует, она хорошо применяется в практике. Но в какой части содержания мы ее можем применять? Во всей части содержания или в какой, да? То есть вот этот аспект нужно рассматривать. То есть дополнение содержания, конкретизация содержания рассматривается уже с точки зрения специфики работы детского сада, еще раз, комплектования групп и так далее, о которых я уже говорила. И поэтому в этой части можно выделить те разделы, которые не совсем обеспечены сегодня содержанием, например, в том же комплексе. Да? Например, где-то недостаточно представлено физическое развитие, где-то речевое недостаточно. Таким образом, вот идет как бы восполнение недостающего содержания. Это тоже очень важно видеть и учитывать. Ну и вот такие вот небольшие выводы, которые можно сделать по первой части. То есть, значит, структура образовательной программы дошкольного образования должна соответствовать структуре примерной программы и требованиям ВУЗ. Она неизменна и обязательна. Второе. Содержательные образовательные программы, конкретная образовательная организация должно отличаться методологическим и методическим единством. Да?
То есть методология, ГОСовская обязательно, а методический аспект, да, остается за выбором программы. Дальше. В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Очень много вопросов по части, формируемой участниками образовательных отношений. Еще вот хотела сказать, что в комментарии очень часто тоже спрашивают соотношение частей, да, то есть объем же у нас идет, объем и полнота, основной образовательный проект. В комментариях в ГОС указано, что соотношение частей носит лишь рекомендательный характер, да, и призвано примерно оценить пропорцию между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. И поэтому, да, необязательный характер не позволяет устанавливать жесткое соотношение частей программы. Естественно, в эквиваленте понятно, что если вы выбираете часть, формируемую участниками образовательных отношений, то, безусловно, эта часть, она укладывается в содержание 5 образовательных областей. То есть она не берется с точки зрения, то есть не в контексте, да, той части, которая у нас является обязательной. То есть, например, берете ли вы часть, формируемую участниками отношений, например, ну, не знаю, там, преподавание коми-языка, да, ну, к примеру. То есть, безусловно, или этнокультурный какой-то компонент. В любом случае, да, это культурный компонент, он так или иначе, косвенно или прямо относится к познавательному развитию напрямую, да, а язык, предположим, к речевому развитию ребенка. Да? То есть любой контекст в части, формируемой участниками образовательных отношений, он имеет место быть и принадлежать, да, к обязательной части, но имеет свою определенную специфику. Да? Вот что такое часть, формируемая участниками образовательных отношений. Эта часть, безусловно, работает как установление договоренности с участниками образовательных отношений, прежде всего с родителями. То есть родители очень четко должны дать вам свое согласие на введение, да, вот в процесс этой части формируемой участники образовательных отношений. Поэтому целесообразно провести индивидуальное собеседование, да, с родителями, сформировать мотивационные установки, разъяснить цели и задачи, провести презентацию программ или содержание программ, познакомить с учебно-методическим комплексом, включить родителей в творческие и рабочие какие-то проектные группы, то есть родители не должны оставаться в стороне от разработки основной образовательной программы, даже от ее корректировки. Да, это тоже очень важный момент. Вот. И уж, естественно, при выборе части, которая называется часть, формируемая участниками образовательных отношений, безусловно, необходимо согласие родителей. Да, и договоренности родителей. Потому что может возникать у вас такая ситуация, когда у вас, предположим, какая-то часть родителей соглашается, да, а какая-то часть родителей не соглашается. Соответственно, возникает определенный конфликт опять интересов. В связи с этим, да, должно работать какой-то определенный или пункт в положении разработки основной образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, насколько легитимно, да, проходит вот, выбор, что ли, согласие родителей введения того или иного содержания образовательного процесса. Если же родители приходят к вам, и у вас в части, формируемой участниками образовательных отношений, уже эта программа, да, она уже стоит, соответственно, подписывая договор, родитель соглашается на то, что у вас часть, формируемая участниками образовательных отношений, она именно вот такого характера. Во всех других случаях согласие родителей обязательно. При установлении введения содержания в части, формируемой участниками образовательных отношений. Так, эту часть мы закончили. Вопросы, пожалуйста, какие у вас возникают? Может, какие-то пояснения, комментарии нужны, может, вопросы остались сложного характера. Давайте подумаем, позадаем, если нужно, это необходимо. То есть мои пожелания вам еще раз вернуться к основной образовательной программе уже не с точки зрения локального, наверное, какого-то документа, да, а с точки зрения реально выполняющего
свои основные функции и назначения документа, еще раз рассмотреть реальность его выполнения, потому что это очень важный процесс реализации основной образовательной программы. Очень важный процесс достижения все-таки планируемых результатов или целевых ориентиров, потому что именно это является точкой вообще выполнения государственной политики, да, то есть перевод ребенка на следующую ступень, да, вот именно с формированием так, положительных, наверное, да, моментов, связанных с развитием личности ребенка. Это очень важный момент. Вот. Ну и, безусловно, конечно, еще раз и еще раз вовлекать и педагогов очень тщательно в корректировку, в разработку, в реализацию, да, качественную реализацию образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой. Мы должны помнить, что все, что прописано в основной образовательной программе, в рамках содержания, форм, методов, технологий, условий и целевых ориентиров, обязательно к выполнению всеми участниками образовательных отношений. Поэтому ни одно слово в основной образовательной программе не может быть написано просто так. Это вот такая как бы мое большое к вам пожелание. Вот. Возникает очень много вопросов еще по формату учебных планов, да, расписания и прочих других вещей. Ну, мне сразу хочется сказать, что нет у нас серьезных нормативных документов, кроме закона об образовании, который сегодня нам говорит о том, что вот программа это комплекс, да, включающий в себя. Сегодня у нас нет определенных нормативных документов, которые говорят о том, какая документация у нас должна быть с точки зрения обязательной в рамках там, регламентации, да, именно процесса по содержанию образовательной деятельности. У нас определено только Санпином определено нам время, да, организованной деятельности с детьми. Безусловно, мы это время обязаны выдерживать и выполнять, это никто не отменял. Но это не значит, что только в этой части организуется совместная деятельность с ребенком, да, образовательная деятельность с ребенком. Еще раз, образовательная деятельность на протяжении всего дня, она реализуется. А организованная деятельность, то есть непосредственно участие, да, педагога в образовательном процессе с решением основных образовательных задач, она вот в этой части реализуется обязательно. Во всех других случаях педагог ищет формы реализации основного содержания деятельности и реализации основной образовательной программы. Поэтому формирование учебных ли планов, расписание ли, это все относится к компетенции образовательной организации. Да? То есть если это вам дает необходимость, как-то улучшает вашу деятельность, то, наверное, это имеет место быть. Если же не дает, то, соответственно, вы можете вырабатывать вот линию и специфику регламентации, да, то есть какой-то регламентации уже по своему усмотрению. Ну, обычно в программе уже прописывается, да, вот эта вся регламентация, она рассматривается с точки зрения выполнения обязательной части программы, и как-то вот серьезных таких вопросов пока не возникает. Поэтому это все будет зависеть от того, как вы все-таки разрабатываете объемы содержания, полноту своей основной образовательной программы. Требуется ли вам серьезная раскладка? Ну, поскольку нам примерная программа жестко не регламентирует сегодня, да, вот, какие-то особые вещи, это все относится к компетенции образовательной организации. Точно так же, как и мы рассматриваем сегодня позиции. Точно так же, как мы рассматриваем сегодня позиции мониторинга либо диагностики. Да? Ну, вы прекрасно понимаете, что когда выбираем мы комплексные программы, то, соответственно, в комплексной программе есть и в примерной программе у нас есть система развивающего оценивания. Она так называется у нас. Да? И, соответственно, комплексная программа тоже имеет какой-то вариант вот этой системы. Мы должны помнить, что у нас никаких форм нет оценивания детей, их просто никаких нет на сегодняшний день. Остается понятие диагностики, да, оно, конечно, остается педагогической диагностики, но это в случае того, как комплексная программа вам рекомендует, да, проводить, то есть диагностику, или не рекомендует проводить диагностику, какие формы предполагает программа для
каких-то вариантов отслеживания результатов, наверное, для педагога. Где-то это индивидуальная карта развития, да, где-то это педагогическая диагностика, где-то это система мониторинга. То есть вот та самая система развивающего оценивания, она должна складываться и прописываться в программе. И тогда все будет понятно, не будет возникать вопросов, а как, почему, зачем и так далее. Но надо помнить, что сегодня мы детей, во-первых, не оцениваем, во-вторых, если проводятся какие-то исследования согласно статье 44 закона только с разрешения родителей, родитель дает обязательное письменное согласие на любые исследования, расследования детей, и, конечно же, имеет характер конфиденциальности. То есть мы сегодня не выносим ни на какие публичные обсуждения вопросы, связанные с диагностикой, да, с обследованием, с исследованием и прочими другими вещами, связанные с линией развивающего оценивания. Ну, не знаю, ответила, может быть, на все ваши вопросы. Нет больше вопросов? Можно? Да, можно. Немножко недопоняла именно включение родителей в организацию, в разработку программ. Ну, родители, да, они могут проявить желание, не понимать, но что они могут полезно внести в эту программу. Ну, во-первых, с ними индивидуально проговорим, да, и они все равно не владеют теми компетенциями. Ну, во-первых, прежде всего мы должны понимать, что они все-таки участники, да, отношений, да, то есть в любом случае, как мы подойдем. Если мы будем себе такую установку давать, что они только теоретические участники, то, наверное, не совсем это правильно, да. То есть все равно задача привлечения родителей в процесс, это нужная задача сегодняшнего дня. В разработку, как включается родитель, прежде всего он входит в состав каких-то разработческих проектов временных групп. Что он может? Естественно, в области содержания ему может быть сложно разобраться, да? А вот в области условий, думаю, что нет. То есть в соответствии с этим ему можно поручить анализ определенных условий, вместе, конечно, с администрацией, да? Ему можно получить формирование недостающего блока, тех условий, которые, как он видит, необходимы для реализации тех или иных компонентов. Почему нет? Да? Конечно, да. Я думаю, что в этом отношении родитель очень даже может нам помочь. Потому что все, что мы делаем, мы видим и создаем, да, нам понятно. А с точки зрения, например, родителя, мы можем уже увидеть то, чего, может быть, нам не хватает, но мы этого не видим. Это уже очень важный блок и важный момент. Поэтому включение родителей в такой блок разработки, я думаю, что он очень неплохой. А потом, кроме всего прочего, когда мы работаем с содержанием программы, да, то, безусловно, родитель, нам нужно показать, где может родитель включиться в содержание. Да, где, какие тематические блоки он может включиться в содержание. Да, какие формы он может включиться в содержание. Например, формы те же, например, линии коллекционирования, проектирования, да, с детьми, экскурсии. Почему родитель не может включиться? Он даже очень хорошо включится. Формирование предметно-пространственной среды, да, такой как обеспечение, например, в среде. То есть не обязательно это там оборудование, например, составление каких-то альбомов, книг, да, и так далее. Почему в среду родитель не может включиться? Тоже может. То есть забота разработчиков, да, найти области применения включения родителей. Это сегодня тоже достаточно серьезный компонент для разработки программ. Тогда мы будем говорить, что да, они у нас участники. Тогда мы будем говорить, да, они включаются в процесс реализации стандарта. Ну, это в положение ОП разработки, да, вот этот блок как бы тоже да, желательно его включить. Ну, потому что как-то мы должны регламентировать это. Конечно. То есть в положении, да, тоже желательно включить. И вообще разработка положения о разработке основной образовательной программы, конечно, это прежде всего регулирование отношений, да, между участниками образовательного процесса. То есть какую часть у нас, да, выполняют, разрабатывают педагоги, какую часть там, какую совместно мы разрабатываем. То есть там нужно вот эти все моменты регулировать, потому что вопросов очень много. И очень простой вопрос от педагога, как я вам сказала, да? Должны ли мы заниматься разработкой программ? Мы же не научные сотрудники, мы не методисты.
Но тем не менее, да, вот как раз таки в положении мы можем эти все процессы урегулировать. Нельзя отделять педагога от разработки программы. Он все равно участник разработки, потому что он ее реализует. Как я буду реализовать то, что я не знаю? Это просто абсурдно. Поэтому так или иначе программа не может пройти мимо, разработка программы не может пройти мимо педагога. И даже если пусть она у вас была разработана когда-то, скажем, да, и вы видите, что есть проблемы в реализации, значит нужно вернуться к этой точке и еще раз сконцентрироваться на том, а что же такое программа. Основная образовательная программа и как она реализуется в детском саду. И рассмотреть перечень несоответствий. Потому что перечень несоответствий и их устранение – это забота руководителя. Как бы так. Еще вопросы? Ну, в общем, это процесс сложный, конечно, да, сам по себе. Очень много пунктов, которые нужно учесть. Но я думаю, что в любом случае, выполняя закон, да, мы, первичный документ наш, это вот как мы думаем, что устав. Конечно, безусловно, устав – это основной документ, да, организационно-правовой деятельности вообще. Но образовательная программа – это документ, который сегодня вот, с педагогической точки зрения выступает серьезнейшим документом правового поля. Все, коллеги, всем большое спасибо, всего доброго. Спасибо. Красиво, да? Алло, привет. Тоня не звонила? Да. Что значит по... Да. Это не привезла. Это кто вообще? Это она уже, наверное, там. Да. Сейчас я перерыв. А ты сказал, привези. Но я вот это и хотела, на трубку не брала. Как ее привезти? Может быть, но сейчас уже не буду, сейчас, наверное. Я сейчас была данные в Познанский детский сад. И реквизиты вставили. Ну, я не знаю, как там. Я Ксении Борисовне сказала, что я не отдала бухгалтеру. Там подписано, бухгалтеру. Это 12, по-моему, говорила. 12 с чем-то. 12. Учебное сдать экономист. Ну, секретарь получается. То есть можно попросить. Ну, ладно. Нет, можно позвонить Татьяне Петровне и попросить ее передать этот счет Ксении Борисовне. Родительская плата. Родительская плата. Борисовна. Экономистка. Да. Вот этот отчет по организации.